Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Символ свободы и единства. В День государственного флага Республики Абхазия добровольцы Отечественной войны из Осетии водрузили на одной из вершин Куртатинского ущелья национальный флаг нашей страны. На пределе возможностей репортаж из красной зоны Гудаутского ковид-госпиталя. Без нарушений. Инспекция дошкольных учреждений на предмет соблюдения санитарных норм. Сингапурские приемы. В частной общеобразовательной школе «Альфа» прошел тренинг, участники которого ознакомились с новыми технологиями преподавания. 23 июля – День государственного флага Республики Абхазия. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, в республике отменили все праздничные мероприятия, посвященные этому дню. Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден на заседании сессии Верховного Совета Абхазии 23 июля 1992 года в Сухуме после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановления Конституции СССР Абхазии 1925 года. Автор флага – художник Валерий Гамгье. С Днем государственного флага народ Абхазии поздравил президент Аслан Бжани. 23 июля 1992 года является одной из важнейших дат в новейшей истории Абхазии. Утвержденные 29 лет назад государственный флаг и государственный герб Республики Абхазия стали символами наших побед и достижений. Государственные символы вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне, в светлом будущем нашего народа. Дата их принятия стала олицетворением единства народа, связи поколений, героизма, проявленного в борьбе за свободу и независимость Абхазии. Пусть наш государственный флаг гордо развивается над Абхазией и ее народом, отмечается, в частности, в поздравлении президента. С Днем государственного флага президента Аслана Бжани и народа Абхазии поздравил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Глава ПМР выразил уверенность, что дружественные отношения между приднестровским и абхазским народами будут расширяться и развиваться по различным направлениям. Вадим Красносельский пожелал Аслану Бжани и всему братскому народу Абхазии крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в добрых начинаниях на благо республики. В День государственного флага Республики Абхазия добровольцы Отечественной войны из Осетии совершили восхождение на одной из вершин Куртатинского ущелья и водрузили здесь национальный флаг Абхазии как символ свободы, сплоченности, могущества и единства. Сегодня День государственного флага Республики Абхазия. Хотя мы и далеко в Осетии, но мы рядом с абхазским народом. Для нас это тоже большой праздник. В этот замечательный день мы, добровольцы Абхазской войны из Осетии, решили совершить восхождение на одной из вершин Куртатинского ущелья и водрузить на вершину флаг Абхазии. К сожалению, поучаствовать смогли не все, так как высота более 2000 метров и маршрут нелегкий. Старт был дан в 8 часов утра во Владикавказе. Ближе к полудню мы были на месте. Теперь над Куртатинским ущельем Северной Осетии будет развиваться флаг братской Абхазии, который говорит о героизме, является символом свободы и самобытности, единения, сплоченности, могущества и величия. Желаем всему абхазскому народу мира, добра, счастья, благополучия и процветания. Приказом вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности гендиректора «Черноморэнерго» назначен Тенгиз Валикович Гирджинба, заместитель главного инженера «Черноморэнерго».
Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Игоря Гудалия. Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда. Органами предварительного расследования Игорь Гудалия подозревается в убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору. Согласно постановлению суда, в отношении Игоря Гудалия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 18 сентября 2021 года. В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении Аслана Зухба, которому определена мера пресечения в виде заключения под стражу, и Гарри Авицба, местонахождение которого все еще не установлено. Сухумский городской суд также удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей Дмитрия Аргун, который обвиняется в поджоге автомобиля председателя партии АПСН Виталия Габня. Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей Дмитрия Аргун продлен на 1 месяц до 22 августа 2021 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 3 суток со дня его вынесения. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией не утешает. Ежедневно в республике выявляют более 150 новых случаев. Медики в ковид-отделениях работают на пределе возможностей. Реанимационное отделение полностью заполнено, заполняется и основной корпус. Здесь постоянно ощущается острая нехватка медперсонала. Наши корреспонденты Сария Кварацхели и Джамбул Чхапелия побывали в красной зоне Гудаутской ЦРБ. Смотрите подготовленный ими репортаж в рубрике «Амшип Шараяцу» сразу после новостей. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел совещание с участием специалистов ведомства и главных врачей медучреждений республики, сообщает пресс-служба Минздрава. Основная тема совещания – дежурство медиков в Гудаутском ковидном центре. В связи с увеличением роста числа инфицированных Гудаутский госпиталь в полной мере должен быть обеспечен медперсоналом, отметил Эдуард Будба. Министр обсудил с участниками встречи возможности каждого медучреждения формировать бригады врачей для дежурства в госпитале и поручил главврачам усилить контроль и не допускать пропуска дежурств. В ходе встречи главврачи попросили министра посодействовать в увеличении доплат специалистам, принимающим участие в оказании медицинской помощи ковидным больным. Управление образования столичной администрации проводит плановую проверку подведомственных дошкольных учреждений на предмет соблюдения санитарных норм. На этот раз был проинспектирован детский сад «Фиалка». Насколько здесь соблюдается предписание СЭС и как обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции, расскажут наши корреспонденты. Репортаж Эсмы Голландцы. Несмотря на дождь, в Сухумском детском саду «Фиалка» режим не нарушают. После завтрака положено дышать свежим воздухом. В процессе совместной игры дети учатся дружить, творить, развиваться и познавать этот мир. Любишь ты свой садик? Да, Меньше стало детишек у тебя в группе или все так же? меньше. А чем вы занимаетесь целый день? Играем, лепим, рисуем, книжки читаем, физкультуром занимаемся, еще пением. Вы, наверное, каждый день гулять выходите, да? Да, Вы здесь гуляете. Это ваша площадка? да. Что вы тут делаете? Какие игры играете? Играем мы догонялки, на горах катаемся, мы еще на качели. А что тебе здесь нравится? Играть. А любишь воспитательниц? Да, Как зовут твою воспитательницу? Лолита. Детский сад рассчитан всего на 80 мест. Сейчас учреждение посещают 50 детей. Каждое буднее утро сад распахивает свои двери. Детей принимают у входа. Родителей даже не запускают во двор. Медсестра осматривает каждого, измеряет температуру. При первых признаках заболевания ребенок в группу не допускается. В течение дня я тоже смотрю, по группам хожу, смотрю на их состояние. Руки моют в день, ну не знаю, каждый раз вот зашли, руки помыли, позавтракали, опять помыли.
Потом в обед. Вот так вот несколько раз у нас происходит. Замачиваем мы посуду дезинфицирующими средствами. У нас все необходимое есть. Больных не принимаем без справок. Вот если даже заболели, вот не было их месяц, 10 дней, от врача справку требуем с печатью. В данный момент среди педагогов и воспитанников детского сада нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако в связи с тем, что ковидом заболел кто-то из родителей, одну из групп отправили на самоизоляцию. В целом количество детей в учреждении снизилось. Некоторые дети разъехались по деревням, другие болеют сезонными заболеваниями, а кто-то из родителей боится отпускать детей. Температурный режим у нас соблюдается очень строго. Если вдруг в течение дня у какого-то ребенка поднимается температура, или мы видим, что он чихает, или глазки слезятся, мы сразу отправляем его домой. Звоним родителей, отправляем. Антисептиков у нас достаточно. В каждой группе у нас стоят антисептики у входа, конечно. Дезинфицирующих средств тоже у нас хватает. У нас есть на сегодняшний день все необходимое. Управление образования столичной администрации проводит плановую проверку подведомственных дошкольных образовательных учреждений. По словам начальника управления Астанды Таркил, в ходе проверки детского сада «Фиалка» санитарных нарушений выявлено не было. Сегодня мы на контроле в детском саду «Фиалка», дошкольное учреждение. Одна группа у нас в этом дошкольном учреждении закрыта, находится на самоизоляции в связи с тем, что родители поставили в известность, что сами родители болеют. У ребенка бессимптомно. Исходя из этого, мы на 2 недели закрыли. Мы видим, что в летнее время вообще всегда мало детей, меньшее количество. Родители стараются оздоравливать своих детей, наверное, выезжают и так далее. Мы видим, что в этом году динамика в меньшей степени. Поэтому мы, в принципе, придерживаемся, все сотрудники на местах. У нас в этом коллективе часть воспитателей уже переболели коронавирусом, часть педагогов сделали себе уже вакцину. По словам Астанды Таркил, 8 из 13 подведомственных столичных садов уже проинспектированы. Во всех дошкольных учреждениях строго придерживаются установленных санитарных правил. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В частной общеобразовательной школе «Альфа» прошел тренинг, участники которого ознакомились с сингапурскими приемами в учебном процессе. Спикером мероприятия выступила директор сингапурской компании Mentor ED International Consultancy Лилия Мухамедшина. Подробности в репортаже Зины Ханагуа. Тренинг, посвященный теме внедрения сингапурских приемов в учебный процесс, знакомит участников с приемами преподавания, направленными на развитие навыков сотрудничества, коммуникации, критического и креативного мышления. Это теория, которая переходит в практику через различные приемы. Сингапурские технологии создают безопасную, личностно ориентированную обучающую среду, которая способствует самостоятельному обучению и эффективной структурированной работе в командах. Если я не умею мыслить, аналитически, анализировать, синтезировать, сравнивать, делать выводы, рефлексировать, ставить цели, если я не умею работать с другими людьми, активно слушать, доносить информацию до адресата так, как я хотела бы, чтобы он меня понял, если я не умею решать креативно, творческие проблемы, которые возникают в моей жизни или в моей работе, то эти знания, они будут только мертвым грузом, они не помогут. Но отдельно навыки развивать тоже не получается. Поэтому идеальная система преподавания, в первую очередь, это симбиоз предметных знаний, метапредметных знаний, это как раз навыки 21 века, и личностных качеств. По словам Лилии Мухамедшиной, важно не только содержание учебного процесса, но и методика преподавания. Важно, чтобы дети в Абхазии, в России, в Сингапуре, там, например, в Колумбии, были подготовлены к жизни, чтобы у них был хороший старт. Поэтому в учебная программа каждой страны, она остается своей учебной программой содержания. Что дети должны узнать на математике, что классно, например. Но как это преподается, влияет на то,
с какими навыками ребенок выпускается из школы. На сегодняшний день Сингапур демонстрирует самые эффективные рейтинги в системе образования. И именно поэтому было принято решение попробовать опробировать эти приемы в Абхазии. В тренинге участвовали 12 преподавателей общеобразовательной школы «Альфа». На протяжении месяца специалист из Сингапура Лиля Мухаммедшина проводила онлайн-тренинги, в рамках которых участники не только получали новые знания, но и выполняли соответствующие домашние задания. Я считаю, что это очень эффективное направление в перестройке школы, переформатировании ее. То есть это не означает, что мы полностью отказываемся от традиционной системы преподавания, но у нас появляются акценты, которые позволяют развить навыки на уровне всей школы, всех педагогов, которые работают с детьми. Я считаю, что очень интересно, что вот все приемы, они работают на критическое мышление. То есть ребенок, который заканчивает школу, он получает жизненно важные для себя инструменты, которые позволяют им быть конкурентоспособными. Участники тренинга с большим интересом не только слушали, но и вступали в дискуссии со своими коллегами. Подобные семинары необходимо проводить как можно чаще, отмечают они. Это тот путь, логический шаг, который мы инициировали в нашем центре за инновации в абхазском образовании. Несколько месяцев назад уже несколько педагогов, включая меня, прошли такой онлайн-марафон по сингапурским приемам в учебных процессах. Навыки 21 века, так называемые 4К. Когда ребенок учится сотрудничать, работать в команде, критически мыслить и анализировать. Это все те навыки, которые сегодня крайне важны и необходимы в учебном процессе, да и в жизни тоже. На основе полученных знаний и приемов одна из преподавателей школы «Альфа» провела открытый урок длительностью 30 минут. Затем участники тренинга совместно со специалистами из Сингапура на протяжении 3 часов анализировали инструкцию учителя, задачи и то, насколько дети были вовлечены в процесс. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Почти 2 суток в некоторых районах столицы не было питьевой воды. Сухумский водоканал информировал об отключении, связанном с ремонтом водопроводной трубы на пересечении улицы Имама Шамиля и 4 марта. Однако после завершения работ произошел разрыв трубы на другом участке. Прорыв произошел на водопроводном водоводе диаметром 500 миллиметров в пластик. Этот пластик был уложен где-то в году 15 или в 16. Занималась укладкой этого водопровода фирма «Сенс». Была здесь утечка. Когда раскопали, выяснилось, что пропускает электросварная, она сошла, электросварная муфта. Вчера целый день занимались тем, что останавливали воду и занимались заменой этой электромуфты. Ну, заменили электромуфту, все сделали. Когда мы ночью запустили, прорыв произошел в другом месте, на другом стыке. Ну, это уже стык, такой электросварной стык. Вот. Сегодня мы решили вообще этот кусок вырезать, вставить новые трубы, запаять. Надеемся, что закончим пораньше и запустим, и будет у них сегодня вода, у населения нашего. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 24 и 25 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 19-24, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.